Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов совершил рабочую поездку в Алматинский, Кунаевский и Тарасский гарнизоны. Он посетил военные объекты и встретился с личным составом воинских частей. В учебном центре Али военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагомедова начальник Генштаба ознакомился с ходом итоговой аттестации выпускников. В гарнизонах оценил темпы и качество строительства военных объектов, склада квартирно-эксплуатационной службы в военном вузе и учебного центра на полигоне «Берег» Кунаевского гарнизона. Посетил завод «Айнабулак», занимающийся ремонтом и восстановлением вооружений и военной техники. В Тарасском гарнизоне было акцентировано внимание на вопросах обеспечения мер безопасности. При осмотре учебного центра на полигоне Айша-Биби он указал на необходимость развития его учебно-методической базы. В Актау завершились военно-морские учения Казахстана и Азербайджана «Каспийский бриз-2025», которые направлены на повышение безопасности объектов морской экономической деятельности, пунктов базирования военно-морских сил и судоходства. В ходе учений военные моряки отработали элементы совместного маневрирования, вопросы поисково-спасательного обеспечения и отражения асимметричных угроз на незащищенном рейде. По итогам учений лучшие военные моряки обеих стран были награждены почетными кубками и грамотами. 19 июня 1992 года были созданы войска противовоздушной обороны, несущие боевое дежурство для защиты населения и объектов на территории страны от ударов с воздуха. С учетом современных реалий для наблюдения за воздушным пространством и эффективной защиты от воздушных угроз Министерство обороны проводит работу по оснащению войск современными средствами обнаружения и уничтожения воздушных целей, а также эффективными системами управления и связи. В Астане прошла торжественная церемония принесения военной присяги новобранцами, призванными весной этого года в творческий взвод Национального военно-патриотического центра вооруженных сил Казахстана. В творческом взводе служит 21 солдат. Молодые люди призваны из Астаны, Семея и Туркестанской области. За месяц службы новобранцы прошли курс молодого бойца, изучили общевоинские уставы, основы строевой, физической, огневой подготовки и выполнили первые практические стрельбы. Для приглашенных гостей рота почетного караула показала дефиле и приемы рукопашного боя. Солдаты военно-научного взвода, а также роты охраны и обеспечения Национального университета обороны дали клятву на верность Родине на прошедшей неделе. С важным событием в жизни солдат поздравил начальник Национального университета обороны Республики Казахстан генерал-майор Аскар Мустабеков. В ходе мероприятия солдаты показали дефиле с оружием и приемы рукопашного боя. В завершении торжественной части родители ознакомились с жилищно-бытовыми условиями, созданными для военнослужащих. Присягнули на верность Родине и 33 молодых атлета Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Казахстана. Молодые спортсмены, представители широкого спектра спортивных дисциплин, уже добились выдающихся результатов. Солдаты входят в состав национальных сборных команд. В региональном командовании «Восток» состоялась торжественная церемония вручения образовательных сертификатов солдатам, отслужившим установленный срок в рядах вооруженных сил. Выданные оборонным ведомством сертификаты дают право на бесплатное обучение в высших учебных заведениях страны. Программа поддержки военнослужащих направлена на специальную адаптацию молодых людей после службы и представляет им реальные возможности для получения образования и профессионального развития. В Караганде состоялся выпуск 136 воспитанников республиканской школы «Жасулан» имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. Этот выпуск, последний в статусе школы, стал особенным и исторически значимым. Уже с сентября 2025 года учебное заведение начнет работу в качестве военного колледжа. Переход школы «Жасулан» в формат военного колледжа – это начало новой главы в деле патриотического воспитания молодежи и подготовки профессионалов, готовых с честью служить Родине. В главном военном клиническом госпитале Министерства обороны состоялось торжественное собрание по случаю профессионального праздника медицинских работников. Отличившимся специалистам были вручены благодарственные письма от министра здравоохранения, а почетным гостям – благодарственные письма от начальника Главного военно-медицинского управления вооруженных сил. Лучшие сотрудники госпиталя были также поощрены почетными грамотами от начальника медицинского учреждения.